данным СМИ сейчас активизировался вроде бы процесс определения кандидатуры на место нового главы Чечни. Что вам об этом известно? Алена, мы очень часто нам приходится комментировать эту ситуацию. Я с вашими коллегами из Украины и с другими журналистами говорил. Да, действительно, он болен, и он тяжело болен, и это несколько лет продолжается вот эта информационная такая активность журналистов по отношению к здоровью Кадырова. Я не знаю, чем она вызвана. Дело в том, что я глубоко убежден в том, что смена так называемого Кадырова на кого-то другого ровным счетом не изменит ничего в самой республике и в самой России. Дело в том, что это чисто политический и пропагандистский проект Путина и пропагандистский проект всех тех, кто сегодня жаждет победы над Украиной. И, конечно, в политическом отношении, почему именно ваша разведка и ваши специальные структуры отслеживают ситуацию, связанную с Кадыровым, именно потому, что и Путин, и все пропагандисты в самом начале войны представили ситуацию так, что ничуть ли Кадыров объявил войну Украине. Вот на первом плане находился Кадыров. Вот это компьютерная графика, выставленные там 70 тысяч чеченцев, которые готовы взять Киев, привести, арестовать Зеленского, навести порядок. Это все была часть этой пропаганды, которая в последующем, как им казалось, должна сработать на усмирение и Украины, и в последующем наладит отношения с украинцами. Если вы обратили внимание, даже хорошие русские где-то в Европе подхватили вот эту пропагандистскую пилюлю, что якобы русским неудобно, и они не хотят убивать украинцев, а вот нацмены, чеченцы, там другие, которых Россия привлекает для этой роли Украину, они их убивают беспощадно. То есть это была задумка такая на перспективу, чтобы вот сгладить, как они, опять-таки я привожу параллели с нашей войной и с нашей ситуацией. Когда заканчивалась Первая война, русские попытались представить ситуацию, когда они хотели взаимодействовать и наладить отношения с чеченцами, они хотели представить ситуацию, что якобы все в мире были виноваты. То есть и арабы, и украинцы, и латышские снайперши, и украинские добровольцы, и грузины. Все воевали на территории Чечни против русских, кроме самих чеченцев. И эту же картину они пытаются в самом начале, в любом случае, они попытались перенести вот на Украину и на события в Украине. Я это имею в виду. Перенести ответственность таким образом, да? На события в Украине хотели перенести вот это. В принципе, все эти годы те методы, которые были отработаны в Чечне, они и переносились на другие регионы, и в Грузию, и сегодня попытка в Украину. А что касается того субъекта, о котором мы говорили, да, это была, конечно, находка для Путина, когда еще 22 года, почему вот муссируют темы там с его сыновьями, 20 лет, 19 лет, потому что это они уже отработали еще с Кадыровым, отцом с Рамзаном Кадыровым. Ему было 22 года, когда Путин его подозвал к себе и сказал: смотри, береги себя, у нас есть на тебя очень серьезные виды. И через месяц или полтора убили Кадырова-старшего, и на его место, в принципе, они не мытьем, так катанием привели именно Кадырова. И это у них в плане есть, если даже Кадыров сейчас умрет. Или если это сейчас так невозможно, разницы, вот кого они назовут, вот тот и будет там главной марионеткой. Надо, Алена, ситуацию надо разобраться, понимать ситуацию. Вот ситуация в Чеченской Республике, как Верховная Рада признала факт 18 октября 2022 году, что территория Чеченской Республики временно оккупирована. И вот сегодня народ Чечни, он сам по себе, вот структуру, которую русские выстроили, оккупационные структуры, которые выстроили в Чечне, они сами по себе. И они будут существовать
независимо от имени или от первого лица, кого они назовут главной марионеткой. Потому что вот эта система, которая выстояла и Путина создала, и эта же система Российской империи, система, которая создала и эту структуру в Чечне. И поэтому до тех пор, пока сохраняется вот эта система, ничего не изменится в Чеченской республике от смены там Кадырова на кого-то. Ну, я, естественно, спросила, почему, потому что все-таки Чечня– это регион, который известен своим героическим сопротивлением, да, и сейчас Кремль действительно вообще ни на йоту не боится смены власти в Чечне. Нет, не боится, потому что, во-первых, там ситуация, как вот этот героический, свободолюбивый народ, который воевал за всех в этом, на европейском континенте 30 лет. Вы знаете, последнее сопротивление, последняя группа сопротивленцев Чеченской Республики, начиная с 1994 года по 2021 год. Вот в 2021 году они ликвидировали последнюю группу вооруженных сопротивленцев. То есть сколько лет мы держались и держали ситуацию, и уже после этого окончательно первый такой звоночек был в 2014 году, мир не отреагировал должным образом на события в Украине. И потом уже окончательно в 22-м уверовав, что мир не среагирует больше, чем на ситуацию в Грузии в 2008 году или же в самой Украине в 2014 году, они начали крупномасштабную агрессию. И поэтому сегодня чеченцы и чеченский народ, и мы в частности, и как правительство, которое сегодня сохранило ту правовую основу нашего государства, наша база и правовая основа независимости чеченского государства, она сохранена. Но она может быть реализована, и притворить ее в жизнь возможно будет только после поражения России в Украине. И поэтому мы всецело сейчас заняты на самом деле тем, чтобы помочь Украине выиграть эту войну. Потому что это наше будущее. Это залог нашей свободы и свободы многих других колонизированных народов. Поэтому я всегда обращаю внимание тех, кто интересуется ситуацией в Чечне, открытие второго фронта. Да, открытие второго фронта возможно, но это должно быть решение не нашего правительства, не только нашего правительства, но это должно быть принято решение на очень высоком уровне Европейского Союза. То есть, если будут гарантии, что нас очередной раз не предадут, как нас предали первый раз, да, то возможно... Давайте напомним об этом сейчас нашим слушателям, потому что не все помнят детали, да. Есть ли разница в том, как мир и мировое сообщество реагируют на войну в Украине и как отреагировали, точнее, слабо очень отреагировали, да, если не сказать, что не отреагировали, во время Первой Чеченской войны и Второй Чеченской войны? Алена, совершенно верно. Не то, что слабо, не то, что не отреагировали, но всецело заняли позицию России. Объявили Чечню внутренним делом России и способствовали и помогали России победить чеченцев все эти 20 лет. А то, что мы сегодня наблюдаем в Украине, весь мир на самом деле, весь цивилизованный мир стоит за Украиной. И это разница большая. И поэтому мы говорим, что... Нам, конечно же, казалось бы, и хотелось бы, да, чтобы помощи было больше, но тем не менее, все-таки, да, вам есть с чем сравнить. Ну вот, Ален, я это всегда и подчеркиваю, когда начинают жаловаться, что помогает не так, как должно было бы. Да, конечно, помощи всегда мало, когда ты на войне, когда ты воюешь. Но когда ее вообще нет, и когда мы видим то, что сейчас происходит, конечно же, Украине помогают. Если бы Украине не помогали бы с самого начала, Украина не выдержала бы все эти 4 года вот в тех границах, хотя я имею в виду. Да, Россия никогда не победит Украину. Если даже допустить, что Россия может 100% оккупировать Украину, это не будет победой России, это не будет окончанием войны. Просто война перейдет в другую фазу. Если мы, чеченцы, 1 миллион населения, мы продолжали войну и противостояли России 30 с лишним лет. А 40-миллионная Украина с их ресурсом, с потенциалом и с огромной территорией может противостоять России в том плане,
и 50 лет. Но у России этих лет нету. И поэтому, конечно же, сегодня та помощь, которая оказывается Украине, она очень нужна, она необходима. И самое главное, что мы наблюдаем, не только помощь оказывают. Вот сегодня европейцы учитывают наш горький опыт перемирия или же договор о мире, который мы заключили с Россией в 1997 году. Сколько он просуществовал? 2 года. В 1999 они уже снова развязали войну. И поэтому очень важно наблюдать то, что сегодня происходит. Не только Европа помогает в данной войне конкретно отражать Россию. И еще скажу, почему? Ален, это не потому, что они вас любят больше, чем нас. Потому что они уже окончательно поняли, что Россия представляет для них смертельную угрозу. Если проиграет Украина, проиграет Европа, проиграет мир, весь мир. И поэтому сегодня весь мир и помогает Украине. Я как раз хотела вот об этом периоде поговорить между первой чеченской войной и второй, да, потому что часто мы можем слышать сейчас такие параллели с Украиной и с чем может столкнуться Украина, да, с какими сложностями, если будет какой-то договор о прекращении войны. И вот вы уже сегодня упомянули, да, о Хасавюртских соглашениях, которые были подписаны. И вот этот вот период так называемого прекращения огня. С чем столкнулась тогда Чечня? Вот расскажите нам, пожалуйста, что было тогда, что происходило, вот как раз вот этот период между войнами. Смотрите, Ален, я с вашими коллегами говорил на эту тему, я думаю, что все равно это полезно знать вам, и еще раз об этом нужно напоминать, говорить. Вот, когда наступило так называемое перемирие русскими? Это после того, как они ликвидировали, убили законно избранного президента Чеченской Республики Джохара Дудаева. Вот всегда я говорю вашим вашим и военным, и с тем, с кем я общаюсь, и со структурами соответствующими, которые отвечают за безопасность президента. Самый опасный период – это вот сейчас, когда якобы ведутся переговоры, и в то же время мы знаем, что Россия целенаправленно пытается ликвидировать президента Зеленского. Не мытьем, так катанием. Они сначала выдвигают версию, что он нелегитимен. Точно так же они это сделали с нами. Сначала Джохара объявили нелегитимным, а в последующем добились того, что они физически его ликвидировали. И после этого они пошли на такое рамочное соглашение и перемирие. Потому что уже договор о мире мы подписали после того, как мы провели выборы. Выборы президента. И смотрите, если сопротивление, чеченское сопротивление к выборам 1997 года разделилось на 3 группы. Люди, которые воевали плечом к плечу против русских, когда пошли выборы, чеченское общество разделилось на 3 группы. Вы представляете сегодня, если допустить то, что Украина сегодня или завтра для того, чтобы подписать какое-то соглашение с русскими, что мы сделали? Мы это провели выборы с тем, чтобы подписать договор о мире с Россией, потому что они поставили условие, что законного президента нет, и поэтому нужно дать народу выбрать президента и после этого уже заключить долгосрочный мир. Один к одному повторяется сценарий. Сейчас то же самое, да, акцент на выборах и на референдуме. Что да, и вот потом уже, вот то, что они настаивают, и референдум, и выборы, это чтобы расколоть общество Украины, это чтобы активизировать 5-ю колонну в Украине, которая находится и по сей день. Поэтому все эти вопросы нужно учитывать вашему руководству. Но самое главное сегодня, что меня радует, несмотря на эти разговоры по поводу возможных переговоров или перемирия не будет, к большому сожалению. Переговоров не будет на тему остановки войны, потому что Путин не может это сделать. Путин, если даже заключит какое-то недельное, 2-недельное перемирие, у него ситуация выйдет из-под контроля, и он это понимает. Экономика поставлена на военные рельсы. Пропаганда работает только на войну. Политические, экономические, все поставлено на сегодняшнюю войну Украины. И это продлевает жизнь
с этой системы, которая привела к власти Путина. И поэтому сегодня нужно думать и смотреть чуть дальше. Вот что и делает руководство Украины, добиваясь гарантии безопасности для Украины в случае, если будет прекращение войны или достигнуто какое-то соглашение. Вот это самый важный аспект во всем, что происходит сегодня на политическом поле в Украине и с международным сообществом. Но здесь Украина тоже уже опеклась на своем опыте, как мы помним, да, когда сдала ядерное оружие и был подписан Будапештский меморандум, вот, который как бы ни от чего Украину, как мы знаем, не защитил. Поэтому сейчас эта тема такая очень такая чувствительная, скажем так, да, будут ли эти гарантии, в каком они будут алгоритме, в каком они будут объеме, то есть это будет просто на бумажке что-то написано или все-таки какие-то предметные вещи. Как вы считаете, сегодня можно верить западным союзникам? Можно верить сегодня, потому что вот есть такое выражение, да, история учит тому, что ничему не учит. Но дело в том, что меморандум 1994 года это не такое уже далекое историческое событие, это слишком свежо в памяти. И украинцы это помнят, и все те страны, которые стали гарантами территориальной целостности и независимости и суверенитета Украины, одна из стран, которая выступила и начала эту агрессию, и совершила агрессию. И мир, к сожалению, видимо, тогда не было прописано все, как и что должно действовать. И поэтому получилось так, как получилось. Но сегодня, вот как раз таки украинцы извлекли урок из этого события 30 с лишним летней давности, 1994 года, меморандум. Да, наличие ядерного оружия, вот это было гарантией и территориальной целостности, и суверенитета национального. А лишившись этого, они сегодня лишаются каких-то частей территории Украины. И, конечно, сегодня почему Запад не подведет? Потому что в первую очередь они это не сделают, потому что они беспокоятся за свое будущее. Если сегодня Россия получит свое, плюс тем своим богатством, еще и вот этот потенциал, как людской, как военный, как экономический потенциал Украины, конечно, она будет представлять абсолютно угрозу для всей Европы. Если даже не для всей Европы, но заявление Путина, которое было сделано 20 декабря 2021 году относительно границ 1992 года, а он претендовал на страны Варшавского договора. Вы знаете выражение Путина, о чем он говорил, что распад СССР – это геополитическая катастрофа. И чтобы вернуться к истокам, статусу кво, ему необходимо не только восстановить свое влияние на постсоветском пространстве, но еще и захватить часть Европы, которая находилась под пятой Советского Союза в тот период. И об этом он недвусмысленно заявил и 20 декабря в 1991 году, и продолжает сегодня говорить о том, что не устранена первопричина. Первопричина – это расширенная НАТО, первопричина – это независимая свободная Украина. Вот первопричина, почему Путин начал войну. И они сегодня публично подтверждают, что до тех пор, пока не будет устранена первопричина, что они будут продолжать войну. Эти месседжи в большей степени слушают западные политики, которым это и адресовано. И поэтому на этом этапе они не подведут, я уверен в этом. А как вы считаете, война в Европу, в европейские страны непосредственно придет, или же Россия уже не настолько крепка в военном своем потенциале и экономикой, что может действительно представлять какую-то серьезную угрозу? Алена, дорогая, дело в том, что без Украины Европа не продержится и 2 недель. Если Гитлеру потребовалось 3 месяца дойти до Ла-Манша, то Путину потребуется 3 недели, чтобы дойти до Ла-Манша. Я уверяю, я знаю эти страны, я знаю, насколько они были беспечны относительно своей безопасности, полностью полагаясь на Соединенные Штаты Америки. Они весь свой промышленный, военно-промышленный комплекс перевели на игрушки и на кастрюли и вилки, которые они изготавливали. И они поняли, что сегодня позиция Трампа
который заявил о том, что если вы хотите, чтобы я вас защищал, платите. И более того, он сказал, что он не готов все время беспокоиться за их безопасность, когда они всецело торгуют с Россией. 30 миллиардов каждый день Россия получала от Европы свою казну. 30 миллиардов каждый день. И при этом, конечно же, они требовали, чтобы они обогащают Россию, Европа обогащала Россию, она их поставила на такой уровень и военно-промышленный комплекс и привела к тому, что, к чему мы пришли. Именно благодаря тому, что Россия, вернее Европа, закупала всю эту и нефть, и газ, и в принципе сделала с Россией то, что произошло. Они на чеченскую кровь обменяли российскую нефть. В последующем грузинскую кровь обменяли на чеченскую нефть. В 2014 году обменяли на украинцев и на части Украины на российский газ и на российскую нефть. Сегодня они понимают, что если будет захвачена Украина, то они в принципе не в состоянии защитить. И поэтому сегодня они так и выступают и поддерживают Украину. Хотя бы им нужно еще время, чтобы они могли быть готовы к тому, что может произойти или что может сделать Россия. Но я уверен в том, что вот именно поражение в войне с Украиной, вот это и есть гарантия безопасности, стратегической безопасности не только для колонизированных народов, это возможность стать свободными, но и для Европы стратегическая безопасность, который может иметь гарантии. Это только свободная, независимая Украина и украинская армия, которая готова будет защитить. Разговоры про НАТО, там, вступит, не вступит. Все понимают, что без Украины сегодня европейские страны, они ничего из себя не представляют в военном отношении. НАТО, не НАТО, тем более с позиции, сегодняшней позиции администрации Трампа по отношению к европейским странам. Еще одна такая, как по мне, важная тема, которую я хотела с вами обсудить. Вот сколько будет еще продолжаться война, конечно, мы предугадать не можем, спрогнозировать тоже, вот, но есть очень важный аспект в этих всех процессах – это оккупированные территории. И когда территории оккупированы достаточно продолжительное время именно оккупантом России, то там тоже, можно сказать, очень болезненные процессы происходят по отношению к украинцам. А когда территории оккупированы уже, очень долго, да, вот как в случае с Чечней, как можно спрогнозировать, что будет происходить, вот если война будет долгосрочной, или же даже если будет прекращение огня, но территории возвращены под контроль Украины, не будут еще длительное время, что будет происходить? На самом деле, Ален, я такой сценарий не допускаю, потому что Путин не может остановиться даже вот на тех условиях, которые сегодня американцы ему предлагают. Мы признаем оккупированные территории под юрисдикцией России, Крым признаем вашим. Просто Путин не может пойти на это. И поэтому я не допускаю такой исход, что агрессор, Путин и Россия будут вознаграждены за те злодеяния, которые они совершили в Украине, еще огромными территориями и ресурсами. Да, конечно, любая страна, любой народ, который подпадает под оккупацию, она обречена на то, чтобы стать тем, кем становится, как правило, оккупированной. Мы жили, украинцы жили 70 лет под советской оккупацией. Помните, ваши национальные герои были превращены в бандитов и разбойников. Их имена считались преступными, называть даже. И это все мы пережили 70 лет. Но однако в 90-м году, когда появился шанс у украинского народа стать независимым, свободным государством, и точно так же и чеченцы, ингуши, мы этот шанс не упустили, несмотря на то, что выросли уже под советской оккупацией все эти годы. И поэтому я не вижу перспективу у тех оккупированных народов оставаться вот в том качестве с Россией. Потому что России не будет того качества, когда закончится война. Все изменится. И эти же регионы, которые сегодня
якобы смирились с своим положением, когда закончится война и начнется бум возрождения и восстановления Украины, они в первую очередь сами изъявят желание воссоединиться к Украине. Они сами заговорят о том, что эти территории были оккупированы Ну, мы советскими... в этом не сомневаемся. Те украинцы, которые там остались, конечно же, но мы же знаем, что Россия завозит туда непосредственно жителей России, и для того, чтобы как раз-таки сделать эти регионы более лояльными к себе, вот, чтобы они пускали там корни, и чтобы там считали себя хозяевами, хотя никогда они там такими не станут. Смотрите, Алена, я имею в виду, я свое отношение скажу в этом вопросе. Да? Мы же, опять-таки, нужно извлекать уроки из прошлого. Какой регион не был заселен колонистами на постсоветском пространстве? Практически все страны, Азия, Кавказ, Украина, все страны были... Во всех странах были завезены колонисты, и они были и жили. И, кстати, вот теперь уже части русских, которые находились, давайте возьмем сейчас пример по Украине. Очень много русских, которые до 22 года еще относились лояльно к тем процессам, которые Россия, но после вот этой крупномасштабной агрессии очень много русских, которые сегодня не хотят попасть под влияние России. Я не говорю... Не исключают, есть конкретные люди, которые сегодня заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Это так называемая пятая колонна. Но в большинстве своем люди хотят жить и быть, и они захотят быть с Украиной. И их надо, и к ним надо относиться как к украинцам уже, как к гражданам Украины. Вот что мы наблюдаем в Балтике, да? Литва, Латвия, Эстония. В процентном отношении, сколько русских там живут. Да, если бы не Кремль, который будоражил их умы и не провоцировал бы эти ситуации, совершенно по-другому они жили бы. Потому что у них сегодня есть реальная возможность чувствовать себя белыми людьми. Я имею в виду быть причастными к цивилизации, к нормальным странам и нормальным государствам. И у них есть эти возможности ездить по всему миру и быть наравне с другими. И эта же ситуация сложится и с Украиной, и с Кавказом, и с Чечней. Я абсолютно в этом уверен. Поэтому нам, этим людям, которых насильственно, в первую очередь, быть на Советского Союза, переселение было недобровольным. Нас отправляли куда-то, а туда завозили других людей. В 1944 году, когда заполонили. Но эта программа, она не... чекистская, не чисто чекистская, не чисто большевистская. Это программа имперская. Павел Пестель, еще когда были декабристы, написал конституцию, новую демократическую конституцию. И вы знаете, Алена, в этой конституции было прописано, как быть с чеченцами и с кавказцами. Разделить этих людей на буйных и мирных, буйных истребить, мирных расселить по всей России, а этот благодатный край заселить расистами и русскими, чтобы вечно оставался таким. И вот эту программу, заложенную Пестелем еще в тот период, реализовали уже чекисты в 1944 году, когда депортировали и украинцев, и чеченцев, и другие народы. Поэтому это имперская политика. Поэтому мы говорим, мы должны добиться не только смены режима в России, мы должны добиться того, чтобы система, которая самовозрождается, самовосстанавливает, она перестала быть имперской. Вот только в этом... Насколько это сложная задача, как раз мы с вами логически к этому подходим. Видите, в нашем разговоре, что мы уже обсудили то, что и мы видим, да, что Путин не намерен прекращать войну, даже не столько всю войну, даже идти на какое-то прекращение боевых действий, тоже как бы мы этого не прогнозируем, да, я живу в Киеве, прекрасно вижу, что происходит тоже, и мы понимаем, что фронт также очень горячий по всей своей линии. Что же тогда должно произойти, чтобы закончилась война? Должно произойти, Россия должна проиграть. Ален, другого выхода нет. И поэтому все, кто сегодня продолжает помогать Украине, они понимают, что Украина, несмотря на все эти дипломатические высказывания, мир,
нужно достичь мира, свободы путем дипломатии. Все понимают, путем дипломатии с Россией мира не достичь. Россию можно только принудить к миру. И только в этом случае можно говорить о долгосрочном мире. И только в этом случае можно говорить о том, что Россия перестала быть империей и перестала быть угрозой для остального мира. И это понимание сегодня, к большому, огромной радости нас всех, есть у европейцев. Вот здесь это и решается сегодня. И поэтому все вопросы, которые сегодня через так называемые контакты и те, которых называют коалиция решительных, это же не только европейские страны входят в эту коалицию входят 50 с лишним стран мира, которые реально понимают, что происходит, и которые реально понимают для достижения стратегической безопасности, какие меры должны быть предприняты. И я могу заверить, Алена, но мое глубокое убеждение, может, я ошибаюсь, что вот этот 26-й год, он принесет большие изменения в лучшем, в хорошем смысле этого слова и для Украины, и для других колонизированных народов. А что может быть предпосылкой вот к таким изменениям? Потому что мы же понимаем, что Россия – это огромная военная машина. У Украины она не настолько огромная то есть все-таки может иссякнуть, да? Да, она начинает иссякнуть. Вот весь резерв, весь ресурс, который был унаследован от Советского Союза, они уже за эти 4 года, кстати, сегодня, по-моему, первый день, война в Украине длится дольше, чем так называемая Великая Отечественная война. Они за эти 4 года этот ресурс они израсходовали. Более миллиона людей, которые погибли или каким-то образом были выведены из строя. Это огромные потери. И поэтому сегодня у России той мощи, которую в пропагандистском плане они пытаются выдать, этой мощи, военной мощи нет. И сегодня Европа и мир поняли, что Россию можно победить именно в войне. И вот только в этом случае можно говорить о каких-то изменениях самой России. И только после этого Россия может трансформироваться в какое-то другое государственное образование, которое весь мир ждет и ждал все эти 100 лет после распада царской империи. Были предпосылки, что Россия станет демократической уже 2-3 этапа. Но этого не произошло. И это не произойдет до военного поражения России в Украине. А Украина сможет добиться именно справедливого мира, как вы считаете? Потому что здесь же о поражении, да, идет речь, о том, чтобы были наказаны, например, военные преступники, о том, чтобы Украина вышла на свои границы 91 года. И очень-очень много здесь составляющих, которые говорят именно о справедливом мире, а не просто о перемирии. Ален, я всегда говорил, мы хотим мира, но не любой ценой. И украинцы это подтверждает. Украины хотят справедливого мира. И украинцы этого добьются, я абсолютно уверен. Потому что другого исхода в этой войне не может быть. Есть 2 варианта. Полная капитуляция Украины и зло ненаказуемо победители не сует. Или военное поражение России в Украине, и виновники будут привлечены к ответственности за те злодеяния, которые они совершили. Другого варианта исхода вот этой войне нету. Вот эти перспективы, которые себе воображает Трамп и Соединенные Штаты Америки, остановить войну любой ценой, это не устраивает ни одну из сторон. Ни украинцев это не устраивает, ни русских это не устраивает. И поэтому исход будет только тот, который изложен в программе президента Украины «Справедливый мир», который согласован и согласовывается с другой коалицией, которые входят и поддерживают Украину. Я думаю, что в этом ключе только и нужно рассматривать будущее и конец войны. А мир, и особенно западные страны, не боятся поражения России, как вы считаете? Потому что, ну, я думаю, для вас это не секрет. Очень много есть таких мнений, что как раз-таки это дестабилизация России может как бы способствовать процессам, да, которые будут неконтролируемы, и, соответственно, ядерная страна, что с ней делать и так далее.
Алена, дорогая моя, если бы мы это один раз уже не пережили, эти опасения, которые сегодня пытаются внушить западному миру так называемые хорошие, те же имперцы, как и Путин, просто у них задача другая. Они хотят быть на месте Путина. И все лишь, разница в них. А так они остаются теми же имперцами, которые сегодня управляют. Ни одна из этих группировок, которые сегодня выдают себя за российскую оппозицию, не изложила карту, дорожную карту по децентрализации России. До тех пор, пока эта страна не будет децентрализована, никаких перемен не будет. А теперь относительно боязни. Да, есть те, которые хотят вот в том качестве представить ситуацию, те, которые выступают за то, чтобы сохранить Россию. Но в целом мы же пережили распад СССР. Более мощное государство, более ядерная держава. Никакого хаоса не получилось, родная. Никаких там утечек ядерных боеголовок или прочее. Ничего не произошло. Дело в том, что сегодня Соединенные Штаты Америки и западный мир знает, где находится каждая ядерная боеголовка, в каком месте и как она обслуживается, и в какой ситуации она находится. И поэтому по большому счету понимает, что никакой трагедии не будет, никакого хаоса не будет, и никакой угрозы по сравнению с тем, которая представляет единая, неделимая Россия остальному миру, разделенная и трансформировавшаяся свободное правовое государство, страна, она абсолютно большая разница. То есть вот эта справедливая, вернее, децентрализованная Россия будет больше привлекательна и безопасна для остального мира, чем сохранение сегодняшней Российской империи. А что делать с российским обществом, которое накалено войной и пропагандой, и которое поддерживает Путина в своем большинстве? Оно же может породить нового Путина. Если она сохранится, да, мы о чем и говорим. Путин был востребован вот этим обществом. А это общество живет за счет того, что они самые крупные по территории. Они самые большие по количеству людей. Хотя, если вывести из этого населения тех, кого они колонизировали, еще можно посмотреть, какое количество и какое там население. Поэтому мы и говорим о необходимости децентрализации. До тех пор, пока эта страна не будет децентрализована, воспроизведение Путиных не прекратится. Не прекратится. Мы это на себе хорошо испытали эти последние 500 лет. Я просто примеры привожу, когда начинает персонифицировать проблему, вот Путина не станет, и все будет хорошо. Не обманывайтесь и не обманывайте себя. Не пытайтесь обмануть других. Российская империя зарождалась и стала таковой, какой она есть. Абсолютно еще Путина в помине не было. Мы на себе испытали царская Россия. В период Кавказской войны наше население потеряло 60%. 60%. В советский период Путина еще не было. Наше население потеряло в результате депортации и этих 13 лет там более 50%. Третий этап, так называемая псевдодемократическая Российская империя. Мы потеряли 30% населения. 300 тысяч только гражданского населения. Просто вдумайтесь в эту цифру. 40 с лишним тысячи – это дети. Это не моя цифра, это та цифра, которую сами оккупанты озвучивали, и сама оккупационная структура озвучивала. Поэтому тут Путин ни при чем. Путин не станет, если бы проблема была бы только в Путине, можно было бы просто сидеть и ждать, пока он сдохнет. Вопрос в другом. До тех пор, пока будет сохраняться Россия как империя, Путины не переведутся в Россию. И вот эти войны и угроза для внешнего мира, она никуда не уйдет. Будем уже подводить итоги нашего разговора. Как вы считаете, о чем сейчас очень важно помнить и украинскому обществу, которое, безусловно, уставшее от войны, и украинской власти, все-таки зная, да, что пережил ваш народ,
Что бы вы хотели сказать нашему народу? Украинской власти мне нечего сказать. Все, что они делают, я это абсолютно поддерживаю и считаю, что они поступают очень правильно. Вот та ситуация, которая сложилась, начиная с февраля прошлого года, вернее, уже прошлого года в овальном кабинете, когда президент Зеленский попытался донести до американцев, что ни о каком дипломатическом диалоге с Россией речь не может идти, потому что они не способны для того, чтобы решить этот вопрос. Ему пришлось последовать уже той игре, которую ему навязали. И сегодня украинские власти очень хорошо с этим справляются. И теперь обращение к нашим украинцам и к братьям. Дорогие украинцы, я человек, который прошел эту войну, и наш народ, который пережили, и не только одну войну, и столетиями мы продолжали бороться так же, как и вы, за свою свободу и независимость. У нас очень во многом схожа судьба, именно в борьбе за свободу и независимость. Я уверен в том, что украинцы могут отстоять свою независимость, могут победить русских. Но самое главное и самое страшное начнется уже после победы. Вот эта победная эйфория, чтобы она не столкнула вас на внутренние противостояния и на то, чтобы мир разочаровался в вас. Это мы через это прошли, мы это испытали. Мы с этим, к большому сожалению, не справились, потому что силы, брошенные против нас, помимо вот той открытой военной агрессии, те провокационные и диверсионные работы, которые проводились среди нашего населения и среди наших героев войны, она была просто, мы оказались неподготовлены для того, чтобы противостоять этому. Но у вас есть все шансы противостоять этому и сохраниться как нация, чтобы и весь мир, который сегодня вас поддерживает, не разочаровывался в вас, и чтобы вы стали гарантами, действительно настоящими гарантами безопасности на нашем континенте. И я уверен, что вот такой шанс есть. Я с самого начала, в 22 году, когда была начата война, и я прибыл в Киев, я сказал, что Украина – это лидер свободного мира. И я продолжаю оставаться при своем мнении, что в будущем Украина и будет определять стратегию в обеспечении безопасности во всем этом континенте. Спасибо вам огромное за такие слова, и мы, конечно же, надеемся и будем делать для этого все возможное, чтобы так и случилось. Ахмед Закаев, глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом, сегодня был гостем нашей программы, и до новых встреч в наших новых выпусках. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Всего доброго, Алена, всего доброго.